Предположим, у нас есть презентация, которую мы хотим использовать на выставочном стенде. То есть наша задача сделать так, чтобы презентация транслировалась на экране, слайды сменялись автоматически, и по окончании презентации она начинала воспроизводиться заново, и так по кругу. Чтобы это реализовать, мы переходим на вкладку «Слайд-шоу», и первое, что нам нужно настроить, это время, сколько каждый слайд должен демонстрироваться. В нашей презентации не настроена никакая анимация, и это время мы пока что не задавали. На вкладке «Слайд-шоу» мы выбираем кнопку «Настройка времени», кликаем по ней, при этом у нас запускается презентация в режиме демонстрации, и все, что нам остается, это кликать вот эту кнопку «Далее», ну или кнопки стрелок на клавиатуре для того, чтобы переключаться между слайдами через нужные интервалы времени. Как только мы дойдем до конца презентации, мы можем запись остановить, нам предлагают сохранить сделанные изменения, нажимаю «Да», отлично, время записано. Далее здесь же на вкладке «Слайд-шоу» мы выбираем кнопку «Настройка слайд-шоу» и проверяем, что у нас стоит галочка «Непрерывный цикл до нажатия Escape». Это значит, что презентация будет воспроизводиться по кругу до тех пор, пока мы не нажмем на клавиатуре клавишу Escape. Соответственно, если нам нужно презентацию проиграть только один раз, галочку нужно убрать. В этом же блоке можно изменить настройки, убрать речевое сопровождение, убрать анимацию. Для этого нужно поставить соответствующие галочки. Правее мы можем указать, хотим ли мы воспроизводить все слайды или слайды с 1 по 6, как сейчас, ну или какой-то произвольный диапазон здесь можно указать. Я оставлю все слайды. Ниже нам нужно, чтобы было указано смена слайдов по времени, то есть мы не будем вручную менять слайды с клавиатуры. И готово, нажимаем ОК и тестируем нашу презентацию, запускаем ее и убеждаемся, что слайды сменяются автоматически без нашего участия. При этом, как только мы доходим до конца презентации, она должна повториться сначала и пойти по кругу. Это последний слайд, и после него мы снова попадаем к первому слайду, далее второй, ну, то есть мы убедились, что все работает.